Япон. Это имя человека, живущего здесь. Его назвал отец в честь своего друга. Это было обещание, данное много лет назад, и отец его выполнил. Япон – единственный постоянный житель в селе Шикарой. Единственный среди многокилометровых гор, лесов, ущелий, диких животных. Вой и крики которых можно услышать, даже не прислушиваясь. Самирзаю Япону, Эворейчо Хаю. Сошигару. Нага ойличе кузмесе алурвацерал хеташ войла юса. Кинда охмахка вахар могушалана мосо агор хасхеташ ашфуса. Япон живет в Шикарое с самого рождения. Говорит, что село имеет богатую историю, и он не может себе позволить взять и просто бросить то, что оберегалось предками множество веков. Если спуститься чуть ниже от хибары этого, как он сам в шутку себя называет, отшельника, то открывается удивительная картина. Село. Очень старое село. Яруш вайдай хилметтигашю. Махтиор хилметтигашю оша. Он саанса гваца кузол эш. Тон хапнашт улгашт улетташ. Санзаман йорташ адам дехен меттигела. Онза буйсана ца адам доцуш. Эн меттигашю яруш лила хал меттигашю яруш. Буйсана Селение Шикарой, Шаройский район. Днем прохладно, ночью холодно. Вокруг ничего, что напоминало бы жизнь. Одна пустота, особенно вечером. Это именно то состояние, когда ничего не происходит. Горы. Слева, справа, везде. Они здесь были вчера, они здесь сегодня. Будут и завтра. Ничего не двигается. Только ветер, напоминающий дыхание, имитирующий жизнь. Буйная трава, полевые цветы. Кстати, их тут полно. На каждом шагу. Так много, что перестают доставлять удовольствие. То же самое можно было бы сказать о горных пейзажах. Но это было бы неправдой. Виды здесь необычайной красоты. Her yurtta tadı oxuali xil mejdikdu. Tadı oxuali çoxayna mossosak oxchu lamazi ruzbani ixin mejdikdu. Ни один археолог не берется сказать точно, сколько лет этим стенам. 200, 300, 500? Думаю, достаточно. Тут около 200 в прошлом жилых башен. И все они абсолютно одинаковы, кроме своих размеров. Камень, который применялся при строительстве, способ добычи, способ кладки и, конечно же, петроглифы. Все это говорит о том, что построение, которое мы видим, датируется средневековьем. Мечеть, кстати, относительно молодая. Построена она в начале 20 века. В свое время молитвенный дом мог вместить более 200 человек. Строилась она тоже по инициативе жителей.
и при помощи самих жителей. Yer elbashka qo'yu. Yer imamı mettik qilyo. Dadoqin tsaderkini chiqana. Oqchur satsel mettiga shavoq kushana. Qur'on patarash korosh. İşte dadoqina chiqana tsarwayagin mettiga shu qirosh. Ton shun magari o hali ahlatashdu yer. Стены по традиции выкладывались из каменных блоков или плит. С наружной стороны материал мог обрабатываться. Но попадались и камни нужных размеров, необходимой ровной поверхности материал, который не требовал к себе такого внимания. Кладка производилась при помощи известково-глинистого раствора, хотя нередко встречается и сухая кладка, причем здесь же, в Шикарое. Перед сухой кладкой необходимо было придать камням исключительно ровную и зеркальную поверхность. Подобные жилые башни начинают формироваться в X-XIII веках. От более ранних башни отличаются вертикальной планировкой. Форма у них приближенная к квадрату. Самаш ешхилlar bo'lishna, xud ешхилгон elchi. Tog'ani sag shiyen vali lina chiqani. Susagana ervelchi itaypel husamya massara yurtmel bo'lish kegishna xud ешхilla. So os gushilish mettiş çuğul hal serşişsi, varışsi, gavrışsi, tulk halte boğuş. Mosso kegna xoşa qetta itsasık vaxa oşxilla. На первых этажах практически всех домов мы видим интересные помещения. Внимание приковывает то, что потолки у помещений арочного типа. Удивляет ювелирная работа мастеров. Это говорит о высоком уровне профессионализма строителей. Точная технология строительства сегодня неизвестна. Мало кто занимается данной проблемой вплотную. Но зато мы знаем, что это место служило стойбищем для скота. В данном помещении содержались домашние животные. Выше – люди. Тепло от животных уходило наверх. Поэтому зимой скот выступал в качестве отопительных батарей для жителей, давая нужную температуру, чтобы человек не замерзал. Активное участие в строительстве принимали соседи. Отсюда и понятие «белхе», ведь иначе как всем миром построить подобные сооружения? Это было бы очень сложно. Yurtmel cimsak eravallı, çert ulber Sundamel diyeceştilgo, şadolluğuma yurtar masarı diyeşkıllatsın. Şad samma dina şiyen ala şu ina çuçuvaq vaxa xal xanxilayız. Sundela yurtar masarı etsa vaxa o sunnuğa diyeşkılla yok vuqunğa diyeşkılla vuqunğa diyeşkılla. Sundela voşğa diyeşkılla rakter yine galınış mettige şiyoruz. Япон играет на музыкальных инструментах. Дечик-пондур, балалайка, гармошка. Играет давно, лет 20. Изредка развлекает себя песнями. Valla as illiş Tavay deymaq kaklasna deyxlasna satsı şir muqamış illiş satsıva şaqtisış amo gərtiş işte humam deyildi. Yaşına yükle bevaşna ula khazana ozi begula Diglani hiyajus saysedalya kuş sedane vakhna la taso Yakayi hoza masar el-gawza karza khayo kuş oylanash Yogur yaşalakha yerzvarda qawakha dayakhna yalla qunala Yakayi hoza masar el-gawza karza khayo kuş oylanash
Yoğur yaşalığa yer görde kalığa dayıkna yalla konuğa. Лишь на второй день мы узнали, что все, что мы видим вокруг, все земли принадлежат шикаройцам. Данное селение расположено у самого обрыва, основано по традиции рядом с горной рекой, которая несется на дне самого ущелья. С заходом солнца сложно не прочувствовать мистическую атмосферу, царящую вокруг. Рев животных из близлежащих лесов. Медведи, волки, другая живность. Прислушиваясь, хочется верить, что этот рев не сменится человеческим. Глубокой ночью возникало чувство, будто все, что нас окружает, это огромная могила, где нет ничего, ни звука, ни движений. Только шум, создаваемый животными. Дела сона цана архитер ундан элчи тона ометя цацолышсеги сагатло ша тaqiysh dünyente qishsanna adaman yuqishiylar adaman yuqishi khanya qirxirda ba'dadich adam do'tsish sagmoysil adam do'tsish dol yolmettik es singatame ba'dadich adam ya do'zish dollohuma dalah sona tohona so cha mershi khiyat barqat khiyat mosu awr sobri sintiyamya mettigir قذي عر قذي واخر يق سمار شو بأمونا Япон – это имя человека, который отрезан от цивилизации, но питается природой, чистым воздухом и наслаждается. Наслаждается удивительными видами вокруг и собственной свободой. Видно, у каждого из нас она своя.